Свалку. Частное лицо и муниципалитет не могут определить, в чьей зоне ответственности это антисанитария. Разбиралась в ситуации Марина Муталиева. Зимой, осенью они же у меня будут эту кукурузу покупать, своим скотинам давать. Они же себе делают это вред. Народу я обращаюсь, больше никому. Просто не делать вот эту свалку. Если не могут вывести свалку, оставляют, пускай оставляют у себя дома эту свалку. Но зачем поля засорять? Фермер Гирихан Авсажев в который раз обращается к сельчанам с просьбой не мусорить. Он вынужден выращивать кукурузу посреди гор бытовых отходов. Караулить днем и ночью и ловить каждую машину просто невозможно. Особо находчивые жители Икажева после того, как официальная свалка была закрыта, просто оставляют мусор в 300 метрах от нее, как раз неподалеку от земель фермера. С тех пор, как Гирихан впервые обратился в ответственные инстанции, прошло больше 2 лет. Главы администрации сменяются, а ситуация остается прежней. Вот она, фермерское хозяйство, вот кукурузу мы посадили. Это то, что вот здесь творится, там наверху, там творится. Дальше, если мы пройдем, там же творится. По этому поводу обращался в Икажевскую администрацию, когда там находился Пекова Юг. Сейчас в данное время обращался. Я Лиютовскую администрацию обращался. Никакие. И после этого я взялся, обратился к вам. К месту мусорной катастрофы спешно пожаловали госинспекторы в области охраны окружающей среды, а также представители местной администрации. Последние заявляют, что никто к ним не обращался по этому вопросу, хотя съемочная группа вместе с экологами была здесь еще 2 недели назад. Администрация точно в курсе происходящего, утверждают в Комэкологии. Очевидцы первым делом начинают выяснять, кому же принадлежит земля, на которой лежит весь этот мусор. Мы будем устанавливать владельца земельного участка. Если на неразграниченной территории, то вопрос будет к органу местного самоуправления. Если территория отведена под какого-то собственника, или какого-то арендатора, то мы будем иметь какие-то вопросы и к этому арендатору. Власти утверждают, что ответственность за санитарное состояние этих земель – частное лицо. Однако экологи полагают, что это земли сельхозназначения. Выяснить истину так и не удалось, зато сюда сразу же пригнали трактор и начали очищать территорию. Хотя, как нам потом сообщили, за нанятую технику деньги попросили у фермера. Видимо, местной администрации нечего опасаться, однако снимать происходящее на камеру съемочной группе почему-то не позволяют. Говорят, что сами во всем разберутся и проблему решат. Сейчас мы будем гортовать. Видите, машина гортовала, трактор. Здесь, значит, не совсем высохла почва, она пробуксовывает. В ближайшее время сейчас гуртуем дополнительно, и в ближайшее время будет вывезен на действующую мусоросвалку Сепцовск. Ну, это будет вывезено, а чтобы новые не привозили? Новые не привозили. Для соответствующему начальству надо подключить, правоохранительную систему. На законном основании передать эту охранительную дело. А кто это должен сделать? Не знаю, наверное, Папа Римский. Нет, ну вы мне скажите, кто поможет, чтобы сюда больше машины не приезжали? Это должны сделать глава администрации, соответствующая служба экологии. Нам должны помочь контролирующие органы, федеральные структуры. Говоря о свалке, которую недавно якобы закрыли, съемочная группа беспрепятственно смогла туда проехать. Это же могут сделать и грузовые машины с мусором. Свалка закрыта, но не ликвидирована, хотя всем главам администрации дано поручение вывести отходы на мусорный полигон в Сунжу. Здесь царит полная антисанитария, а порой отходы еще и жгут. В порыве отчаяния местные жители оставили на стене безмолвный крик о помощи. Они надеются, что мусорный вопрос в республике наконец будет окончательно закрыт. Марина Муталиева, Хаваш Гойгов, Новости 24.